History tells of a warrior who was born to rule an empire. Of the enemy who vowed to destroy him. Of the brother who enslaved him. And of the woman who fought to reclaim his destiny. Привлекала власть над степью. Можно предположить, что главным призом была сама степь, контроль над ней. В принципе, это легенда, но, честно говоря, красивая легенда, потому что степь была для них родным домом. Кочевые племена Центральной Азии находились в постоянной борьбе между собой. Более слабые племена вытеснялись с лучших пастбищ более сильными и воинственными. Часто кочевники вторгались на территории с оседлым населением и подчиняли его своей власти. В ходе вторжений возникали крупные племенные объединения, превращавшиеся иногда в огромные державы кочевников, такие как Золотая Орда. Если Тарас по-прежнему остается одним из крупных торговых городов Казахстана, то Атрар до нашего времени не сохранился, хотя находился на одном и том же участке Великого Шелкового пути из Китая в Европу. Здесь также проливалась кровь в борьбе за территории. В 1219 году здесь сошлись две силы. С одной стороны кыпчаки и конглы, с другой стороны армия Чингисхана, в которую входили представители различных тюркских племен. Это была очень жестокая и кровопролитная битва, и до сих пор на месте древнего городища можно найти осколки глиняной посуды и даже вполне прилично сохранившиеся наконечники стрел. Атрар был разрушен, но уже через 30 лет он вновь стал крупным центром торговли на Великом Шелковом пути. Теперь торговля шла не через Среднюю Азию, а через степи современного Казахстана, в Крым, а затем и в Европу. Тюркские же кочевники вошли в состав армий различных государств. Среди них был и Улус Джучи, Золотая Орда русских хроник. Также понятно, что уже через 40 лет после завоевания Чингисхана здесь уже никто не говорил на монгольском языке, а все тюркские кочевники входили в состав армии, в том числе и Улуса Джучи. Это был своего рода плавильный котел, в котором переплавились и все немногочисленные монголы, и все прежние племена. Важно одно, что связующим звеном было сильное централизованное государство, которое обеспечивало порядок и спокойствие в степи. Поэтому процветали города, поэтому процветал Великий Шелковый путь. Золотая Орда. Господствующим классом являлся класс феодалов, белая кость, включающий монголо-татарскую кочевую аристократию. Первую группу феодалов составляли хан и царевичи из рода Джучи, первого хана Золотой Орды. Во вторую группу входили наиболее крупные феодалы – беки и найоны. Еще одну группу составляли нукеры, ближайшее окружение своего господина. После принятия ислама значительную роль стало играть мусульманское духовенство. Где-то здесь, в Прибалхашье, и началась история Великого Казахского ханства. Приблизительно в 1465 году сюда откочевали племена, лояльные ханом Чингизидом Джанибеку и Кирею, внуком Барака, который был одним из последних ханов всего Улуса Джучи. Другими словами, Золотой Орды. Это было новое государство, но своими корнями оно было тесно связано с прежним централизованным государственным устройством. Те, кто жил и боролся здесь против племен айратов, которые стали на протяжении последующих 300 лет главными противниками казахов, были свободными людьми. Больше всего они хотели вернуть свои степные пространства современного Казахстана, и им это удалось. Джанибек и Кирей, по данным различным источников, были первыми казахскими ханами, которые откочевали в Могулистан, где были радушно встречены. Местом обитания им назначили долины Чу и Козы-Баши. В лице Джанибека и Кирея Могулистан видел защиту западных границ своих владений. Действительно, вопрос о том, кем были те люди, которые вместе с Джанибеком и Киреем пришли в Прибалхашье и создали первое казахское ханство, является одним из самых сложных казахской истории. Поэтому и казахская история, как и история некоторых других народов, является прямым продолжением степной государственности, которая была связана с историей чингизидских государств. В конце 17-го, начале 18 веков казахи потерпели поражение от джунгар, которых называли айратами и калмыками, и были вынуждены покинуть эти земли и бежать на юг и запад. Это было время великого бедствия.
Именно здесь, в Семипалатинске, находились буддистские святилища, построенные джунгарами. Они намеревались вытеснить казахов со степных просторов и занять их место. Их основной целью был тотальный контроль над всей степью, начиная от Западной Монголии и Джунгарии и заканчивая Волгой и Сырдарьей. Однако в длительной, упорной, ожесточенной и кровопролитной войне казахам удалось отстоять свои земли. Они оттеснили джунгар обратно в Джунгарию, где их, в свою очередь, уничтожили маньчжурские войска империи Цин. Что везете? Тебе не интересно. 100 пудов золота, немного драгоценных камней и вина. Почему не интересно? Очень интересно. Покажи товар. Видишь ли, Балдур? Я ездил в Москву по приказу Джанибека. Видишь, кого привез? Великий колдун. Кенесары Касымов был одним из тех, кто боролся за свободу казахских степей. Я не пью вина. Пей. Сары Касымов, казахский султан. С 1841 года самопровозглашенный хан всех трех жузов в Казахстане. Лидер реакционного феодально-монархического движения добивался восстановления ликвидированной царским правительством России ханской власти. И только мамлюки могут быть эмирами городов и селений. И только мамлюки могут смотреть мне прямо в лицо. И только мамлюки опасны. Алаш автономиясын Қазақтың бірінші республикасы деуге толық негіз бар. Во времена Советского Союза казахская степь сильно изменилась. Алаштың баласы бұл жолы болмаса, жақын арада өз тізгіні өзінде бөлек мемлекет болар. Әлихан Бөкейхан, Қазақ газеті, 17 жыл. Бұл шақта Ресей саясатында өз тізгіні өзіндегі тәуелсіздік тұрмақ, автономия жариялаудың өзі сепаратистік әрекет деп есептелді. Алайда саяси жағдайы басқа, Вильсонның 14 баптық үндеуі дем берген, халқы дайын елдер мүмкіндікті қалт жібермеген. Финляндия, Польша, Балтық елдері тәуелсіздік, ал орыс демократтарының құрылтайынан үміттенген Украина Радасынан Түркістан мұхтариятына дейінгі 20-ға жуық үкімет автономия жариялап үлгерген. Казахстан был мастерской и очень важной сырьевой базой для советской промышленности, которая напрягала все свои силы в холодной войне. Одновременно Казахстан стал и тюрьмой народов. Это было время масштабных строек и огромных жертв. Свою жертву принес и казахский народ, который оказался в меньшинстве на своей территории и столкнулся с угрозой потери родного языка. Численность спецпереселенцев, труд поселенцев в Казахстане изменялась постоянно. Так, на 1 января 1932 года на учете состояло 180 708 человек. На январь 1933 года 140 383. На 1 июля 1938 года 134 655. А на 1 апреля 1941 в Казахстане проживало более 46 тысяч семей или 180 015 трудпоселенцев. Казахстан был местом, куда не только ссылали, но откуда и высылали. В 1931 году отсюда было выселено 5500 баев и местных кулаков. Но в гораздо большой степени республика принимала, чем отдавала свое население в другие регионы. Палач
жестокий, с некоторыми элементами дегенерации. Если для того, чтобы установить наши порядки, понадобится пролить кровь, мы ее прольем, любил повторять Шая Ицкович на собраниях. Страшно вспоминать тогдашнее, но и молчать об этом больше нельзя. Разве забудешь, как в зиму 1932 года в злющие холода шли к нам в Ауле-Ату из Сарысульского района люди? Какой там шли? Еле тащились. Дети, старики, грязные, полубезумные, в каких-то лохмотьях. Удалось ли им спастись в городе? Вряд ли. Ведь и город голодал. Если бы Голощёкин пробыл в Казахстане еще год, казахов бы не осталось. В эти грозные дни Казахстан поднимал добровольцев, сплачивал полки, формировал дивизии. У подножия Заилийского Алатау, с трех сторон охваченная горами, лежит столица советского Казахстана Алма-Ата. Өзін сатып біреулер, өзі үреп жүр, сар орыстың кездігі сұрайғалы. Өгей дүние, өгей жұрт. 16 декабря Верховный Совет провозглашает государственную независимость. История 20-летия независимости – это история стабильности государства, дружбы и согласия народа Казахстана. 2 десятилетия, множество конкретных дел и свершений, которые раньше не могли вместить целые века. Так говорит о 20-летнем периоде независимости наш лидер Нурсултан Назарбаев. Нет в мире государства, которое достигло такого уровня развития, как Казахстан всего за 20 лет. Сегодня об успехе Казахстана говорит все международное сообщество. Казахстанское чудо – так теперь называют этот феномен. Всего за 20 лет суверенный Казахстан достиг больших успехов на международной арене, выступая за межнациональный, межконфессиональный диалог и мир без ядерного оружия. Казахстан вошел в историю как первая из азиатских, мусульманских и постсоветских стран, избранный председателем ОБСЕ. 2011 год является знаковым для всего Казахстана. Сегодня мы осмысливаем то, как прожили первые 20 лет нашей независимости.